Саламатсыңарбы балдар? Эмесе сабагыбызды баштайлык. Здравствуйте, дети. Итак, мы начинаем наш урок. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы үй жаныбарлары жана уңгулаш сөздөр. Тема нашего урока — домашние животные и родственные слова. Сабактагы жаңы сөздөр. Новые слова. Мүйүз, рога, мүйүздүү, рогатый, чөп жейт, кушает траву, эт жейт, кушает мясо, сүт берет, дает молоко. Демек балдар, бүгүн биз силер менен эмнелер жөнүндө сөз кылат экенбиз? Туура. Бүгүн биз силер менен үй жаныбарлары жөнүндө сөз кылабыз. Значит, сегодняшний наш урок про домашних животных. Для этого вы сейчас открываете 76-ю страницу и посмотрите на второе упражнение. Там вы видите домашних животных. Ну-ка, вспоминаем, как они называются. Вот видите? Ат, уй, қой, ечки, чочко, тө, эшек, ит, мышык. Вот они являются домашними животными. Балык, койон, чичкан, они считаются дикими животными, но как их заводят дома, они иногда считаются и домашними. Потому что некоторые дома держат рыб, кроликов, а мышь, естественно, живет у нас дома. Вот поэтому мы их считаем иногда домашними, но они не домашние. Андан кейін, дети, үй жаныбарларынан бизге кандай пайда болчу эле? Ну, какая польза от них нам? Туура. Кээ бири эт берет, кээ бири сүт берет, кээ бири жүн берет, бирөөлөрү үйүбүздү кайтарат. Правильно. От них нам очень большая польза. Одни дают нам мясо, одни дают нам молоко, одни дают нам шерсть, другие охраняют наш дом. Правильно? Демек, үй жаныбарларынан бизге пайда көп экен. Алар адамдар менен жашагандыктан биз аларды үй жаныбарлары дейт экенбиз. Значит, от домашних животных нам очень большая польза. Они живут с людьми, вот поэтому мы их считаем домашними. Биз аларга чөп беребиз, жем беребиз, багабыз, суу беребиз. Значит, мы за ними ухаживаем, даем травку, воду даем, кормим их, присматриваем за ними. Вот поэтому они считаются домашними животными. Андан тышкары балдар, биз силер менен уңгулаш сөздөр менен таанышабыз. И также мы с вами еще будем знакомиться с родственными словами. Что такое родственные слова? Кыргыз тилинде уңгулары окшош болгон сөздөр бар. Мисалы үчүн, эчки, эчкидей, эчкилер, эчкиде. Вот смотрите, у этих слов значения разные, а корни одинаковые. Они происходят с одного корня. Бир уңгудан пайда болуп жатат. Например, эчки — это коза, эчкидей — как коза, эчкилер — козы, эчкиде — у козы. Видите? Они звучат одинаково, но значения у них разные, но корни одинаковые. Вот таких слов мы называем родственными словами. То есть те слова, которые происходят с одного корня, называются родственными, как эчки, эчкидей, эчкилер, эчкиде. Коза, как коза, козы, у козы. У этих слов корень одно слово эчки, то есть коза. Вот такие слова у нас называются родственными словами. На кыргызском уңгулаш сөздөр. А что такое корень? Общая часть родственных слов называется корнем. Например,
У нас родственные слова это эчки, эчкидей, эчкилер, эчкиде. А у них общая часть слова эчки. Значит, у этих слов корень эчки. А те части, которые дописываются вот к этим словам, они называются окончаниями. Здесь у нас окончание дай, лер и да. Они у нас называются окончанием мючөлөр. Или, например, тö, töдөй, төлөр, төдө. В этом слове корень слова тö. А окончание, то есть мючөлөр дөй, лөр, дö. Видите? Это тоже называется родственными словами. Эми, балдар, тапшырмалар, көнүгүчтейбиз. Посмотрите на третье упражнение. Страница 76. Там написано: мааниси боюнча туура келген сөздөрдү коюп, сөз айкаштарын жазгыла. Найдите слова, подходящие по смыслу. Первое. Süt берет. Эмне süt берет. Какое из этих домашних животных дает нам молоко? Напишите. Второе. Эт жейт. Ест или кушает мясо. Что кушает мясо? То есть кто кушает мясо? Вот из этих животных кто кушает мясо? Найдете и напишите. Это третье упражнение. Потом четвертое упражнение. Внимательно посмотрите. Здесь даны слова. Мы с вами должны собрать родственных слов. Вот в этих словах вы соберете родственных слов по отдельности. Дальше. Пятое упражнение. Прочитайте маленький текст. В этом тексте тоже найдете родственных слов. Это ваше задание. Значит, третье упражнение. Найдете слова, подходящие по смыслу, и составите предложение. Четвертое. Подберете родственных слов. Пятое. Прочтете, тоже набираете родственных слов и напишите. Это ваше задание.